вы когда-нибудь, как люди тянут и сгибают себя так, будто бы у них нет костей? Гора новостей приехала на стадион «Динамо», где сейчас проходят соревнования по гимнастике. Ребята здесь не только видели подобное, но и сами способны согнуть себя в невообразимые позы. Соревнования проходят одним днем, и цель у них отобрать участников на следующий этап Всероссийской школьной лиги и Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике. Кстати, клубные лиги начали проводиться в России только в 2023 году, но несмотря на это, они уже очень популярны и собирают достаточно много спортсменов. Конкретно эти набрали больше 200 спортсменок. Расскажи мне про соревнования. Про соревнования мне очень здесь понравилось, здесь очень красиво, и мы очень хорошо выступили. Расскажи мне про ваш номер. У нас номер обручи булавы. Булавы очень красивый номер и красивая концовка, и там медленная музыка и много танцевалок. Если я захочу начать заниматься гимнастикой, с чего мне стоит начать? Надо начать с малого возраста, с 3 лет, и надо, чтобы была гибкая спина, и надо уметь садиться на шпагат. У выступающих достаточно разнообразные программы, и похожи друг на друга почти нет. Отличаются они как предметами, были обручи, ленты, скакалки, гимнастические булавы, так и музыкой. Кто-то выступал под нежную легкую музыку, а кто-то под металл-рок. Но даже так все участники прекрасны. Ева, у всех гимнасток очень красивый макияж. Подскажи, это обязательно для соревнований? Конечно, потому что нужно, чтобы были выразительные глаза, красивая прическа, чтобы волосы не мешали. Подскажи, а по каким критериям оценивают спортсменок? Там подсчитывают баллы, и у кого больше балл, тот и выигрывает. А что бывает, если кто-то из команды ошибся? Главное не расстраиваться, забыть и делать все, как будто ничего не было. И нельзя винить девочку, все ошибаются. Номинаций победителей очень много, и назвать каждых не хватит эфирного времени. Поэтому Гора новостей поздравляет каждого победителя и желает им не сдаваться, а тем, кому в этот раз не повезло, в следующий раз выложиться на полную и победить. Художественная гимнастика, пусть и красивый, но ужасно сложный и кропотливый вид спорта. Ребята начинают им заниматься с 3, а иногда и с 2 лет. Спортсмены и спортсменки уже спокойно сидели на шпагате и стояли на руках, пока мы с вами только учились ходить и говорить.